У человека есть несколько базовых потребностей. Он нуждается в крови, в пище, в здоровье и в тепле. Мы решаем одну из этих задач. Мы дарим людям тепло. Мы производим пленочные обогреватели. Это наша уникальная технология, которая разработана и внедрена здесь же на предприятии. Ее автором является мой партнер и по совместительству старший брат Григорий Лапинский. Зарегистрирована эта продукция под торговой маркой «Бархатный сезон». И, собственно говоря, под этим она становится известной уже не только в России, но и в странах дальнего зарубежья. Несколько лет мы поставляли в Чили, в Эквадор. Есть у нас в списке покупателей Турция, Сербия, Черногория. Даже Китай, кстати, есть. Последние годы регулярные покупатели у нас во Франции и в Испании. Мы узнали, что практически нету зоны, где наш обогреватель не мог бы использоваться. Нет человека, для которого мы не нашли бы применения, или он бы не нашел сам. В обязательном порядке с 1993 года мы проходим сертификационные испытания. Специально мы выбрали одну из серьезнейших лабораторий в России, где проводят испытания. Мы уже считаем друг друга друзьями, но это не дает нам никаких поблажек в плане требований к самому продукту. И для того, чтобы мы не краснели перед нашими испытателями, мы были вынуждены создать свои собственные стенды с полным комплектом оборудования, которое позволяет нам здесь, еще на предприятии, проверять все аспекты безопасности нашего прибора. Поэтому, когда мы едем на испытания в ту лабораторию, в Москву, мы уже гарантированы в том, что мы везем качественный продукт. Я работаю больше 20 лет. Не только продукция уникальная, само предприятие уникальное и люди уникальные, которые здесь работают. Если посмотрите на оборудование, на котором мы работаем, то большая часть разработана инженерами предприятия и изготовлена работниками этого же предприятия. Вот уникальность. Мы отказались от графитовой технологии лет 15 тому назад и сделали ставку именно на металл как более надежный. Мы не имеем права играть с потребителем. Пленка выдерживает достаточно большое пробойное напряжение, то есть это говорит о безопасности. Мы выбираем только качественный продукт, во-первых, чтобы он не наносил вреда экологии, и чтобы он создавал безопасность для нашего пользователя. Срок гарантийного обслуживания мы говорим год. Если человек соблюдал правила эксплуатации, то мы обязательно его отремонтируем, заменим. Тем более, что это несложно делать, не так много и претензий. Лет 15 тому назад
мне пришлось заполнять какой-то отчет о составе, материалах, о составе нашей продукции. И я писал тогда, что 90 с лишним процентов – это отечественное сырье. Время поменялось, к сожалению, к величайшему. Очень многие компоненты ушли с российского рынка, либо ушли как факт, либо ушли по каким-то качественным показателям. И мы вынуждены завозить, в общем-то, импортный материал. Однако это не перестает делать наш товар российским, потому что он делается здесь, на нашей территории, по российской технологии, руками российских людей, поэтому это чисто российский товар. Продукция нашего предприятия энергосберегающая. В течение 10 секунд он выходит на оптимальный режим работы и дальше работает стабильно. Продукция нашего предприятия практически безопасна, потому что прибор сам контролирует свою работу и отключается в случае возникновения нештатной ситуации. Наши обогреватели имеют практически 100% КПД. Они не теряют на собственный обогрев ни капли электричества, потому что они тонкие, 120 микрон, большая площадь. В результате они очень быстро создают вокруг себя зону комфорта, и при этом не нужно обогревать все помещение. Вот в этом и есть экономия. Грейтесь только там, где вы находитесь. Наши обогреватели используются при создании таких рабочих мест, как для консьержей, для охранников, в бытовках, если нужно где-то оперативно создать теплую зону. В общем, там, где наш бархатный сезон, там везде зона комфорта. Поскольку наш обогреватель весит чуть больше 300 грамм и сворачивается в очень тоненький компактный рулончик, его просто возить с собой. Когда мы придумываем дизайн, это на свой страх и риск. Мы выпускаем какую-то опытную партию с тем изображением, которое нам кажется интересным, и смотрим на реакцию рынка. Если рынок принял, то это остается в производстве. Если рынок не принял, значит, это изображение идет на замену. Все время в ротации, все время в поиске, а сейчас нужно постоянно менять свой продукт. Может, самонадеянно скажу, но мы вылезали уже свой продукт до состояния, куда нельзя вроде бы как улучшать. Он безопасен, он работает великолепно. И все равно ищем, чем же еще удивить и где бы найти еще нишу. В этом году мы добавили еще один из способов печати. Теперь мы можем делать обогреватели со стопроцентным фотографическим изображением. То есть, представляете себе, во все поле полностью фотография, причем любая. Если раньше у нас вопрос стоял о серии, сегодня любая фотография может стать на вашем обогревателе. Если хотите, это будет ваш портрет. Затем мы сделали несколько типа размеров. То есть у нас появился половинчатый размер, ибо не всем нужны такие вот наши 450 ватт. Поэтому сделали миниатюрную модель. Ну и вещь, которой мы гордимся, я надеюсь, что это будет, если не бомба, то, по крайней мере, удивлением для всех. Мы выпустили миниатюрные обогреватели. Называется портативный USB-обогреватель для рук. Он имеет маленький размер, на ладонник. И работает он от пауэрбанка, от зарядного устройства для телефонов, где есть USB. Вот вещь очень хорошая, очень эффективная, очень удобная. Когда 20 лет назад я закончила ВМИ специальность промышленная электроника и устроилась сюда на работу, я осталась только из-за коллективов. Настолько с добротой и теплом меня приняли. Потом просто поняла, что здесь огромная, большая семья. Теперь у этой семьи есть дом, в котором мы сделали, собственно говоря, все руками, нашим коллективом, нашим большим дружным коллективом.
И вообще, как это классно осознавать, что с каждым нашим изделием, которое приходит в дом, которое покупают, передается частичка нашего тепла и нашей души. Коллектив у нас великолепный. Он годами формировался. Не каждый. Здесь есть люди, которые пришли в этом году. Есть люди, которые работают уже лет по 20. Здесь остаются только люди, которые, во-первых, друг другу близки, верят друг другу, в обязательном порядке подставят плечо. У нас нет субботников, у нас нет сверхнормативных работ. Но когда есть необходимость, люди собираются. Это вот, как, знаете, как машина такая большая, как бульдозер. Вот идет и все сметает. Надо сделать. Есть суперзаказ. Все, люди становятся, и они его делают, и они будут делать. Все великолепно. Сегодня мы делаем 4000 изделий в месяц. Примерно. Это не потому, что это наш предел. Это на сегодняшний день реальная покупательная способность рынка. В 2017 году у нас были месяцы, когда мы делали 8000 в месяц, с тем же, кстати, коллективом. По сравнению с 2000 годом объемы производства выросли в 10 раз. По сравнению с нашим началом в 20 раз. При этом количество людей не увеличилось. Мы стараемся решать это не за счет интенсивности, а за счет механизации, автоматизации. То есть, опять же, наши специалисты разрабатывают какие-то аппараты, какие-то приборы. Самое основное оборудование, на котором мы работаем, оно разработано и сделано здесь. Либо мы, если не хватает каких-то знаний, мы заказываем отдельные узлы. Но обязательно стараемся упростить труд нашим сотрудникам. На сегодняшний день мы можем, не меняя численный состав, не вводя никаких дополнительных мощностей по оборудованию, мы можем спокойно увеличить раза в 2 свое производство. Спецмаш – это, пожалуй, первая компания, которая занялась пленочными бытовыми обогревателями в России. Я не знаю, как за рубежом. Я там не встречал в те годы таких обогревателей, но, может быть, и в 1993 году и выхода такого в интернет не было, чтобы можно было увидеть. Но мы считаем, что если не основоположники, то эксперты мы в этой области, это точно. Наши специалисты знают о пленочном обогреве все. Всегда хочется делать качественный продукт. Поэтому, наверное, самой основной задачей предприятия является выпуск качественной продукции. Потому что мы делаем все для людей. Люди являются нашими, не люблю слово потребителями, люди являются нашими пользователями. Мы стараемся делать так, чтобы они были довольны и радовались нашему продукту.